В Радоницу, или как его по-другому называют родительский день, все православные кладбища наполняются людьми, пришедшими почтить память усопших родственников. Приходится она на 9-й день после Пасхи, и в этот день оплакивать умерших и горевать не следует. Вот и в Троицком сегодня довольно многолюдно. Христианская, православная традиция, да, правильно? Да, ну и да. что она знаменует собой? Ну, поминание усопших. Вот у каждого есть, вот говорит, не только я поминаю своих, и вы помяните моих родственников тоже. Вот так. А вы сами из Ингушетии? Я родилась здесь, но живу во Владикавказе. Но здесь покоится... Да, здесь моя мама, бабушка, два дяди, да. Я приезжаю. На могилы усопших, согласно древнеславянским традициям, приносят угощения, конфеты, куличи или другие сладости. Сегодня же люди подносят еду малоимущим знакомым или соседям. Все собираются за поминальной трапезой. На стол принято ставить традиционные блюда. Плюс прихожане, конечно, рады благоприятным изменениям, произошедшим здесь. Кладбище сдали после благоустройства в 2024 году. Здесь обновили забор, уложили асфальт и тротуар, построили ритуальный дом с навесом. Также расположили беседку. Все работы выполнены в рамках договоренностей главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова и президента группы Сафмар Микаила Гуцериева. Хочу поблагодарить сама нашего главу Махмуда Али Макшариповича, также сама Микаила Саварбековича за такой вклад. Сегодня, что мы видим сейчас на этом кладбище, это благодаря этим двум людям, которые мы видим порядок на кладбищах наших православных. От всех русских, от всех православных нашей республики хочу поздравить с праздником. Для нужд кладбища также закупили весь необходимый инвентарь: бензокосилки, поливочные шланги, косы, ведра и многое другое. Все, что необходимо для того, чтобы жители могли навести порядок на своих участках. Реконструкции здесь до этого никогда не было. Территория нуждалась в срочном вмешательстве. На свои средства произвести необходимые работы по благоустройству для прихожан было делом невозможным. Довольны тем, как преобразилось кладбище? Ой, конечно же, конечно. Вот просто душа радуется, что когда только наступаем сюда и говорим, ну вот что здесь было до этого и как вот. Здесь вроде бы близко, но приезжать было страшно, потому что огромные деревья были. Вот их выпилили, заросли убрали. Спасибо меценату нашему и руководителю республики Калиматову. Вот просто каждый раз мы вспоминаем его, желаем здоровья и всем, кто в этом причастен. Мы вот сегодня ехали православные и мусульманские, видели, все красиво, в общем, да. И Нестеровская, и Слепцовская. Ну, нам кажется, что наши самые лучше всего сделали. Честно говоря, вот всегда говорим, вот в Троицкой, по-моему, сделали лучше всего. Всего в республике 10 православных кладбищ. Отреставрированы все. Работы профинансированы фондом Возрождения, созданного президентом группы Сафмар Микаилом Гуцериевым специально для Ингушетии. Адам Мережков, Акармат Досхоев, Магаз 24.